как помочь нуждающемуся и где можно встретить автобус милосердия. Об этом и не только вы узнаете в программе «Дорога к храму». Ежегодно, 19 декабря, мировое сообщество отмечает Международный день помощи нуждающимся. В России помощь нуждающимся традиционно осуществляют благотворительные общественные организации и православная церковь. Незаметно и без помпы, изо дня в день, не оглядываясь на календарные праздники и сложную эпидемиологическую обстановку. Сестры милосердия тоже помогают людям, остро нуждающимся в заботе в эти нелегкие времена. В условиях изоляции оказались пожилые люди, которые подвержены наибольшему риску. Для их помощи в обеспечении предметами первой необходимости разработана система оказания адресной помощи при участии добровольцев. Сестры милосердия помогают им справиться со всеми трудностями и поддерживают каждого обратившегося к ним за помощью. Как ваши дела? Вот, да ничего, нормально. Как самочувствие? Спасибо, все нормально, все хорошо. Спасибо большое. Еще что-то, может быть, нужно? Лекарства? Да лекарства не надо. Нужно будет потом постирать занавески, я не могу достать там наверху, они высоко. Вот если что-то, я позвоню вам. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Всего доброго. Я очень рада, что сейчас вот такое движение есть, и сестричество, и эти наши, как их называют-то? Ну, добровольцы. Добровольцы. Я сегодня смотрела как раз передачу, и там о них рассказывали, у меня слезы текли. Думаю, боже, как хорошо воспитанная наша молодежь. Вот ни в одной стране этого нету, только в России. Я просто рада. Слава Богу, что я немножко выздоровлю и тоже примкну к вам. Хоть мне 76 исполнилось, но все равно буду заниматься этим делом. Это развивает любовь к людям. Это вообще... Вот. От всего сердца благодарю, что я в сестричество попала. Хоть и поздно, но все равно хорошо. Спасибо большое вам. Большое спасибо. Всего доброго. Я позвоню, да? Ладно, когда мне нужно будет, я позвоню. Спасибо большое. До свидания. В благословении отца Рамила открылась горячая линия помощи на дому. То есть люди, которые находятся на самоизоляции, инвалиды, они могут обратиться к нам по телефону горячей линии и попросить, чтобы им помогли. В чем может заключаться эта помощь? То есть наши братья и сестры милосердия могут сходить в магазин, могут сходить в аптеку, принести продукты питания, лекарства, либо какие-то там средства гигиены, которые человеку, который не может сам просто выйти. Все они делают это за счет того человека, который делает заказ. Заявки поступают, мы их обрабатываем и потом уже смотрим, кто территориально ближе живет к этому человеку, и уже передаем заказ, чтобы они могли посетить. Люди очень благодарны, они в этом нуждаются, потому что эта ниша вообще никем не занята, я имею в виду у православных, потому что мы, конечно, помогаем не только православным, но тем не менее люди, они не могут выйти также в храм, они не могут взять святой водички, не могут там взять себе просфорочек, также они об этом тоже просят. То есть они просят, чтобы мы приносили не только вот продукты питания, но также что-то из храма, какую-то весточку. Первое в современной истории Башкортостана сестричество милосердия по благословению митрополита Уфимского и Стерлитамакского Никона было организовано в городе Уфе в апреле 2013 года. Анастасия, Елена, Зинаида, Елена, Сергей. Сестру милосердия Аксия. Изначально у нас было несколько направлений служения. Это медицинская, социальная, детская, помощь бездомным. То есть мы посещали в основном всякие учреждения, которые нам разрешали прийти в их стены. Занимались соработничеством. То есть мы не заменяли собой работу персонала. Просто помогали, в основном пациентам помогали. И помощь от нас требовалась больше духовная. Конечно,
в некоторых направлениях нужна помощь физическая. Например, в онкодиспансере пациентам мы помогали в том числе и в качестве санитаров. То есть проводить пациента на процедуры на какие-то, сходить в магазин, если ему это необходимо, помочь перестелить постель, убраться в прикроватной тумбочке и тому подобное. Но в большинстве случаев для человека, который находится в стенах учреждения медицинского, встреча с сестрой милосердия – это первая встреча с Богом бывает. Поэтому важно все, как ты выглядишь, о чем ты говоришь, как ты будешь отвечать на вопросы. Потому что пациенты, особенно с онкозаболеванием, они, как правило, испытывают боль, и они, как выразить эту боль, не знают. Они бывают агрессивными, и уже от тебя зависит, как ты будешь реагировать на эту боль, которую он высказывает. То есть нужно быть таким буфером, который просто эту боль остановит и не понесет ее дальше. Еще хотелось бы подчеркнуть, что мы хотим вернуться к служению в больницах даже в период пандемии. В Москве такой опыт есть. Для священников выдаются полные костюмы средств индивидуальной защиты, то есть полный этот костюм, в котором можно зайти в красную зону. И сейчас мы ведем переговоры с одной из больниц, в которую вот этот доступ мы хотим получить. То есть священник будет приходить в полном облачении, с ним будет сестра милосердия также, она будет одета полностью вот в этот костюм. Они будут проходить, сестра будет проходить по палатам, потом уже священника приглашать конкретно к людям туда по палатам. Но надеюсь, что это у нас служение возобновится, тем более синодальный отдел, они идут навстречу, сказали, что вот эти костюмы нам пришлют, и также они готовы даже оплатить еженедельные мазки на ковид. То есть вот это у нас, возможно, возобновится, дай Бог. Они добровольно и совершенно безвозмездно, просто потому, что сердце так велит, помогают другим. Тому, кому хуже, кто слаб, кого не принято замечать. Они оказывают помощь всем, независимо от вероисповедания и гражданства. Также наши братья и сестры милосердия помогают в храмах. Сейчас, в период пандемии, это очень необходимо, очень востребовано. То есть во время богослужения наши братья и сестры помогают, они обрабатывают руки, измеряют температуру, у кого нет, тому они предлагают маски. Сначала мы ходили в дом инвалидов, помогали пожилым людям и инвалидам. Сейчас в связи с пандемией вот у нас новое служение, мы занимаемся тем, что в храмах помогаем, значит, вот, санитарные мероприятия проводить. Началось с чего? Значит, у нас умер один из родственников, и остался матрас, как он называется, противопролежневый матрас. И я не знал, куда его деть, мне подсказали, иди в дом инвалидов, там пригодится. Я пришел, на меня направили, и там, значит, к одному мужчине, как-то он меня задел, вот, как-то он был такой, я не знаю, как сказать, светлый какой-то. И я начал к нему ходить, Романа его звали. И вот я к нему 6 лет ходил. И я смотрел параллельно, там, значит, ходят сестры милосердия. И как-то и с ними познакомился, как-то мы в одной компании там несколько раз были. И очень тяжело было, когда он умер. И вот эти вот смерти, когда потом я с другими сдружился, с третьим, и они потихонечку все умирают, вот это самое тяжелое. Ну, естественно, мы стараемся скрасить их вот такую жизнь очень тяжелую. В связи с карантином во многие учреждения для нас доступа теперь нет, и мы решили посмотреть в другую сторону, как нам еще можно развить свое служение. Отец Рамил благословил нам заняться кормлением бездомных. Мы организовали автобус милосердия «Благодарим». Нам очень помог в организации этого служения синодальный отдел по социальному служению благотворительности. Они нам помогли с программой, как это все можно сделать. Отец Рамил нашел автобус, нашел спонсоров, которые нам помогли этот автобус переоборудовать. В нем мы организовали медико-санитарный пункт помощи бездомным. Также мы готовим горячую пищу и выезжаем на определенную точку, где мы кормим бездомных. Также есть медик, который может оказать им какую-то первую такую необходимую помощь. Там, перевязать ранку, может быть, подсказать, как правильно лечиться и так далее. Пока автобус милосердия выезжает раз в неделю, но организаторы проекта планируют удвоить количество поездок до конца года.
Помощь в приготовлении еды оказывает сеть уфимских кафе. В меню автобуса милосердия обязательно суп, второе, хлеб и горячий чай. На праздники рассчитывают добавлять десерты. Чтобы еда была теплой, сестричество закупило специальные термосы. Одежду для бездомных собирают при храме Матроны Московской. Средства на покупку комплектов индивидуальной защиты передал Синодальный отдел по благотворительности. В Сипайлово также в 2013 году открылся Центр помощи «Благо». Сейчас в связи с тем, что нет помещения, они переехали в Никольский вокзальный храм. Но Сипайлово – это очень большой район, и здесь эта помощь очень необходима. Обслуживали они в основном многодетные семьи, которые нуждаются, в которых сироты есть там, и так далее. И они хотят вернуться к этому служению, поэтому, возможно, мы с ними будем объединяться. Сейчас мы ищем помещение, и наше служение, наверное, соединится, потому что они нам могут помогать вещами, а мы можем им помогать руками. Сейчас многие остались без работы. Конечно, в семьях очень нужна эта помощь. Там они могли получать одежду, могли получать какие-то продукты, которые туда приносили. Поэтому мы тоже хотим вот это служение взять под свое крыло. Также мы хотим заняться служением в исправительных учреждениях. Мы договорились с Салаватской епархией, потому что там очень много вот именно исправительных учреждений. Отец Армир поговорил с владыкой Николаем, дали контакты священников, которые окормляют тюремные храмы. Мы разослали туда объявления. Заключенные будут в ответ на это объявление присылать нам письма, а мы будем с ними заниматься дистанционно. У нас есть разработанный курс по дистанционному обучению осужденных. По окончании каждого этапа обучения они будут получать сертификат. Понятно, что этот сертификат никакого веса не имеет, если ты поступаешь в какое-то там учреждение духовное, но тем не менее для самого человека, который закончил этот курс, это будет иметь большой вес. Сестра милосердия призвана сочетать в себе медицинские знания, навыки взаимодействия с больными и престарелыми людьми, сочувствие и сострадание к ним, умение освящать свои действия молитвой и спрашивать у Бога силы на исполнение служения. Каждый христианин призван помогать своим ближним. Вера без дел мертва есть, поэтому у каждого человека есть стремление помогать своим ближним. Проще это делать, когда есть какая-то дисциплина, есть какая-то организация, в которой ты уже точно знаешь, чем тебе заниматься. Поэтому, когда было принято решение организовать такое служение, я, не задумываясь, пошла туда. Когда ты приходишь к человеку, и ты не знаешь, как ему помочь, вот ты приходишь к человеку, вот что сделать, как ему помочь? Вот ты видишь, человек лежит там в своих испражнениях, и просто руки опускаются, потому что ты не знаешь, что сделать в этот момент. Но для себя, когда первый раз столкнулась с такой ситуацией, я посмотрела на человека и подумала, вот если бы я была на его месте, что бы я хотела, чтобы для меня сделали? И мне сразу все стало понятно. Сразу ушел страх, ушли сомнения. Я просто пошла и сделала то, что я бы хотела, чтобы сделали для меня в этот момент. Для меня тогда в тот момент стало все ясно. Быть сестрой милосердия – это труд, порой крайне сложный и выматывающий, но всегда благодарный и отвечающий взаимностью. Отдавая, мы получаем намного больше. В конце ноября епископ Салаватский и Кумертаусский Николай совершил божественную литургию в храме святого Василия Блаженного села Васильевка Ишимбайского района. Перед началом литургии владыка совершил освящение купола и колоколов для колокольни. Пошли ныне благословение Твое небесное, и благослови знамение сей крест, ныне и присно. Богослужение совпало с освящением колоколов звонницы храма святителя Василия Великого.
села Васильевка Ишимбайского района, а также освещение купола звонницы. Мы видим, что прихожане соблюдают дистанцию и соблюдается масочный режим. В деле строительства принимало очень много участия людей, как местных жителей, так и близлежащих районов и сел. Строительство храма на пожертвования прихожан длилось 8 лет. Вдохновитель строительства церкви – многодетная мать Роза Андреева. Она руководила сбором средств и возведением храма. Отец Владимир с Петровска, батюшка, он мне дал иконостас, иконы очень много и икону лавку. И потом мне помогали с Москвы люди, с Уфы, с Белебея, администрации сельского совета. Поддержка была и от населения очень тоже. Это, конечно, большое дело не для меня, а для народа. За божественной литургией архипастырь молился о мире на Украине, об окончании пандемии и о здравии врачей, об их укреплении в борьбе с коронавирусом. По окончании богослужения владыка обратился к прихожанам с проповедью и вручил благодарственные грамоты строителям и меценатам часовни. После были совершены молебен о здравии и заупокойная лития. В ноябре открылся духовно-просветительский центр Бирской епархии, который расположен на территории Свято-Троицкого кафедрального собора города Бирска. Автономная некоммерческая организация «Духовное благолепие» является победителем конкурса Федерального агентства по делам национальности предоставления субсидий из федерального бюджета на поддержку некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности с целью улучшения межнациональных и межконфессиональных отношений. Конкурс проводился в целях государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», утвержденная постановлением правительства Российской Федерации от 29 ноября 2016 года. Автономная некоммерческая организация «Духовное благолепие» осуществила строительство здания духовно-просветительского центра, и это позволило создать материально-техническую базу, площадку для развития государственно-конфессиональных отношений, на которой при консолидации и взаимодействии и партнерстве различных образовательных, общественных, военно-патриотических, религиозных организаций Республики Башкортостан, Института семьи будут проводиться мероприятия в сфере духовно-просветительской деятельности. Строительство велось по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. При посещении центра глава Башкортостанской митрополии, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон выразил удовлетворение построенным зданием и его оснащением. С самого начала он консультировал строительство и давал ценные советы. В августе 2020 года было подписано соглашение между Духовным Благолепием, занимающимся духовно-просветительской деятельностью, и Бирским филиалом Башкирского государственного университета. В рамках сотрудничества намечена большая работа по комплексной поддержке духовно-просветительской деятельности, включая методическую, педагогическую, образовательную, психологическую. В рамках этого сотрудничества преподаватели у нашего университета проведут инновационные проекты, проведут исследования по духовно-просветительской деятельности. Студенты пройдут практику, напишут курсовые работы. Также будет оказана консультативная помощь. И в рамках этого сотрудничества предполагается разработка концепции духовно-просветительской деятельности. В настоящее время подготавливается ряд заявок в фонд «Президентские гранты». Одна из таких заявок – это Центр компетенции «Мы просвещаем» по комплексной поддержке духовно-просветительской деятельности. В центре будут располагаться различные секции, проводиться мероприятия для возрождения культурных традиций, базовых нравственных ценностей, направленные на образование и воспитание подрастающего поколения, а также социальные проекты разного рода, актовый зал, кабинеты и студии, оборудованные по последнему слову техники. В планах открытие спортивного зала для учащихся. На сегодняшний день потребности молодого, взрослого и старшего поколения в духовном обогащении возрастает.
Вопрос духовно-нравственного воспитания и развития детей, молодежи является одной из ключевых задач, стоящих перед церковью, органами государственной власти, местного самоуправления, общественными организациями и объединениями, школой и каждым родителем. Одним из способов удовлетворения духовных запросов населения и усиления роли молодежи в современном обществе видится в работе Духовно-просветительского центра. Работа духовно-просветительских центров в ряде субъектов Российской Федерации показала свою эффективность и актуальность. Духовно-просветительский центр, построенный в нашем городе Бирске, также призван стать одним из эффективных инструментов развития и укрепления государственно-конфессиональных отношений в Республике Башкортостан. 25 декабря Православная Церковь отмечает День памяти святителя Спиридона Тремифунтского. Согласно церковному преданию, Спиридон родился на острове Кипр около 270 года. То, что святитель Спиридон не похож на других святителей, становится понятно даже при первом взгляде на икону. Святители на иконах в основном изображаются или с непокрытой головой, либо в митре. Святой же Спиридон в небольшой конусообразной пастушьей шапке. Все дело в том, что святитель долгие годы был пастухом. Мало того, он был человеком семейным. У него была жена и дочь. Спиридона любили за его незлобливый и кроткий нрав, за то, что всегда помогал своим ближним и отдавал все свои средства на нужды бедных и нуждающихся. За добрые дела Бог наделил будущего святителя дарами прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов. Семейная жизнь продолжалась недолго. Вскоре жена умерла, однако и после этой тяжелой потери Спиридон не впал в уныние, а продолжил служение Богу своими добрыми делами. Во время правления императора Константина Великого святой Спиридон был избран епископом кипрского города Тремифунта. Жители округи приобрели в лице Спиридона доброго и заботливого отца. В случае засухи при молитве святого шел дождь. По его молитвам неоднократно воскресали люди. Вокруг царила справедливость и умиротворение. Нетленные мощи святого Спиридона находятся на греческом острове Корфу, куда съезжается множество верующих для того, чтобы поклониться мощам святого. Еще удивляет факт того, что тело мягкое и температура его постоянна – 36,6 градуса, как у живого человека. Феномен нетленных мощей Спиридона ученые объяснить не могут, несмотря на их многочисленные исследования. Спиридону в основном молятся в поисках и покупке своего жилья. Кроме жилищных проблем, Спиридону Тремифунтскому молятся о здравии и исцелении, в пути, при притеснении недругами и за веру, от падежа скота, для достатка в доме, для успешного поиска работы, для благополучия в доме, для удачной торговли, за детей, при голоде, духовных немощах и бытовых нуждах.